О самых заметных сегодняшних событиях вы узнаете из материалов наших корреспондентов. Вы смотрите «Итоги дня» в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. Первое в России судно гражданской авиации с отечественным оборудованием. Самолет-зондировщик начал свою работу в регионе. Первый в истории региона и третий на Дальнем Востоке крематорий в Якутске с начала месяца ведет свою деятельность. Сколько стоит кремация и как проходит ритуал прощания. В этом году в республике начнется строительство 7 объектов здравоохранения. Состоялась встреча главы республики с руководителями медицинских учреждений Якутии. Ровно 82 года тому назад началась Великая Отечественная война. В столице Якутии в День памяти и скорби состоялся траурный митинг на Площади Победы. Знаменитая постановка французского драматурга на сцене Русского театра. Уже завтра состоится премьера спектакля «Безумный день» или «Женитьба с Фигаро». Объявлена ликвидация лесного пожара в Алекминском районе. Данный пожар находился в 20 километрах от населенного пункта Олом. Был обнаружен 14 июня. Для тушения было привлечено более 100 специалистов. Для эффективности отработал самолет-зондировщик. После осадков пожар был локализован. С места вертолетом вывозят людей, задействованных в тушении. Распоряжением руководства Алекминского района снят режим чрезвычайной ситуации. Самолет-зондировщик, который уже работает в регионе, прилетел из Иваново. Там, на заводе номер 308, его оборудовали в течение 3 месяцев. Были установлены пилоны и контейнеры. Также смонтирована электропроводка. Собственный самолет на базе воздушного судна Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» уже показал себя в деле. Вооружены, как говорится, всецело и не допустим больше больших пожаров, как в 2021 году. Первый в России самолет гражданской авиации с отечественным оборудованием по искусственному вызыванию осадков теперь в Якутии. Ан-26 в модификации «Атмосфера». Ранее самолет выполнял грузовые перевозки, ну а теперь он стал полноценным помощником в борьбе с лесными пожарами. Были уже у нас, как говорится, выводы после 2021 года, когда здесь работала компания, которая по линии Рослесхоза и гидрометслужбы. И, безусловно, после этого мы задумались над тем, чтобы у нас, у региона, у которых есть свои авиакомпании, чтобы такой же самолет работал у нас. Самолет оборудован устройством УВ-26С. Оно обеспечивает отстрел в 521 пиропатрон. Это в 1,5 раза больше, чем выдавал самолет, который работает на устройстве «Веер» зарубежного производства. Отличается еще тем, что у него есть свои некоторые особенности. Ну, во-первых, высота полета, дальше, так сказать, скорость полета. Поэтому мы таким образом строим схему работ, чтобы учесть вот эти все, так сказать, нюансы для этого самолета. Определенные облака, нам необходимы только определенные облака в определенном диапазоне высот. И мы выбираем именно для этого самолета те высоты, на которые он может, так сказать, произвести работу и засев. Самолет будет задействован не только в вызывании дождей на пожарах, но и будет работать в засушливых районах, что важно для сельского хозяйства республики. Работы будут проводиться вместе со специалистами Центральной аэрологической обсерватории. Республика один из первых регионов Российской Федерации уже имеет свой зондировщик, самолет, который может воздействовать на облака. И в этом году, уже имея 2 борта, борт Центральной аэрологической обсерватории и наш борт, нам, конечно же, будет удобно маневрировать и работать и по снижению класса пожароопасности, и по повышению травостоя на сельхозугодье. В полярных авиалиниях уже подготовлены экипажи, которые совместно со специалистами Центра мониторинга и прогнозирования службы спасения республики будут осуществлять работы по искусственному вызыванию осадков. Одним словом, республика в этом году встретила пожарный сезон во всеоружии. Мария Кардашевская, Валерия Наумова, Георгий Григорьев, Якутск. Ход исполнения поручения президента России о решении проблемы обманутых дольщиков на Дальнем Востоке под контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В результате комплексных мер, принимаемых органами прокуратуры, исполнительной власти дальневосточных регионов и контроля на Дальнем Востоке за последние 2 года количество проблемных долгостроев сократилось более чем в 3 раза. Свыше 4,5 тысяч граждан получили квартиры или денежные компенсации взамен вложенных в строительство средств. Для решения данной проблемы активно используются различные механизмы. Вместе с тем, почти 2,5 тысячи граждан продолжают оставаться в числе обманутых дольщиков.
В зоне риска находится строительство многоквартирного дома по Вилюйскому тракту, которому уже трижды переносили сроки ввода в эксплуатацию. Рассчитываем, что объект будет введен в эксплуатацию в следующем квартале. Для этого есть все предпосылки, на нем трудится порядка 150 работников. Особое внимание уделяется защите прав обманутых дольщиков. За период с 2018 года меры государственной поддержки получили более 1200 лиц данной категории. Однако еще остаются нарушенными права порядка 200 граждан, которые заключали договоры с обществом «Налицстрой» и обществом «ЧРИК». Поэтому в еженедельном режиме отслеживается ход и качество строительства домов, где им будут предоставлены квартиры. Это улица Воинская и автодорожная города Якутска. Придать тело огню, чтобы оставить землю для живых. В Якутске начал свою работу первый в истории региона и третий на Дальнем Востоке крематорий. О том, сколько стоит кремация и как проходит ритуал прощания, узнавал Петр Васильев. Вопрос строительства крематория в Якутске зрел давным-давно. Дело в том, что на территории города 5 кладбищ, однако для захоронения принимают только 2 из них. Остальные уже, к сожалению, переполнены. И вполне возможно, в ближайшем будущем строительство и работа крематория позволит решить проблему с перенаполняемостью якутских кладбищ. Попадая на его территорию, оказываешься в полной безмолвной тишине. Здесь свой покой обретают те, кто решает воспользоваться этим современным методом захоронения. Сегодня крематорий предоставляет услуги прощального зала, хранения тела в морге, транспортировки усопшего и кремации. Причем, как отмечает администрация, спрос на услуги есть не только у жителей столицы, но и у жителей ближайших районов. Мы в целом оказываем полный комплекс услуг как по захоронению тела, так и по кремации. То есть мы можем и сами привезти тело. Бывает так, что клиенты сами привозят своих родственников погибших. Мы принимаем тело, оно у нас хранится в нашем собственном морге до самой процедуры кремации. Одним из очевидных плюсов кремации, помимо экологичности, является сегодня и цена услуги. Если в центральных городах нашей страны сумма на классическое погребение, в отличие от сезона, не меняется, то в Якутии зимой стоимость ритуальных услуг резко взлетает вверх. Так, например, средний классический похоронный чек, включая копку могил, установку памятника, покупку гроба и места на кладбище, может дойти до 80-100 тысяч рублей. Зимой, ввиду низких температур, ценник поднимается до 120-150 тысяч. Кремация же в разы дешевле. Цена стандартного процесса составляет 42,5 тысячи рублей. Сама кремация происходит в автоматическом режиме с помощью оператора. После сожжения прах усопшего поступает в специальную урну. Затем оператор работает в кремуляторе. Этот аппарат измельчает прах, чтобы он соответствовал стандарту. Ну а по итогу урна с прахом выдается родственникам усопшего. Сама тема кремации хоть и новая для нашего региона, но многие якутяне относятся к ней положительно. Положительно, наверное. Уже хоронить негде, все позанимали. Но если это выбор человека или его близких родственников, почему бы и нет? Из плюсов, на самом деле, это я не знаю всех тонкостей, но это экологично должно быть, по идее. Если услуги кремации будут пользоваться спросом, планируют установить вторую печь. А вот колумбарий, сооружения для хранения урн с прахом кремированных, должны ввести в эксплуатацию к концу этого года. Это будет отдельный объект площадью около 835 квадратных метров, который возведут на территории крематория. Петр Васильев, Илья Сыромятников, Якутск. Ямочный ремонт всех проблемных участков дорог и нанесение разметки начали делать в городе Ленске. А таких участков в нефтегазовой столице немало. Оторванные покрышки и бамперы – распространенное явление для владельцев низких седанов после поездок. Например, по улице Победы в районе детского сада «Золотой ключик» или на отрезке дороги между микрорайонами Алроса и Разведчик. Городская администрация в этом году выделила в 6 раз больше денежных средств на ремонт дорожного полотна, чем в прошлом. Если тогда было затрачено 600 тысяч, то нынче 3 миллиона 800 тысяч рублей. Сделали это своевременно, чтобы в начале лета провести работы. И этот большой объем работ, сейчас он только в разгаре. Все улицы практически основные мы обязательно в этом году ямочный ремонт проведем, сделаем. Сейчас подрядчики проходят по основным большим таким участкам, ямы выпиливают, заделывают и потом еще повторно пройдутся по тем же дорогам центральные, отдаленные, Победа. Медицинским учреждениям вручили ключи от автомобилей. Глава Якутии, главный врачам 38 больниц Якутии вручил ключи от автомобилей УАЗ. 2 медучреждения получили передвижные медицинские комплексы. Всего за последние годы медучреждениям республики передали более 300 единиц автотехники.
Выделены 2 единицы автомобиля по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Они в этом году распределены в врачебных амбулаториях село Первый Нерюктя и в дальнюю врачебную амбулаторию село Чапаево. Они будут использовать в целях доставки лекарств, анализов и пациентов в центральную районную больницу. Далее глава Якутии встретился в кардиососудистом диспансере с руководителями медицинских учреждений и главными врачами центральных районных больниц республики. На встрече медики отметили, что за последние 5 лет в регионе построено большое количество новых объектов для сферы здравоохранения. Медицинские учреждения обеспечены современным высокотехнологичным оборудованием, внедряются новейшие технологии диагностики и лечения заболеваний. В этом году в республике начнется строительство 7 объектов здравоохранения. Это врачебная амбулатория в Вельгяе, поликлиника в Амге, больничные комплексы в Мае и Сангаре, лечебные корпуса в Вилюйске, Намцах и Нюрбе. До конца года должен быть введен крупнейший объект региона – онкологический центр в Якутске. Этого глава провел еще одну рабочую встречу с врачами. Беседа состоялась с ведущими онкологами России и Казахстана, которые приглашены в Якутск для участия в межрегиональной научно-практической конференции об особенностях оказания онкологической помощи. В ходе встречи были обсуждены особенности оказания онкологической помощи на территориях с малой плотностью населения. Врачи рассказали свой опыт, современные тенденции диагностики, эпидемиологические особенности распространенности злокачественных новообразований. В рамках этой конференции очень отрадно, что глава республики собрал ведущих экспертов для того, чтобы поинтересоваться, а какие резолюции принимаются, какие острые вопросы в области здравоохранения. Арсен Сергеевич выслушал всех подробным образом, всех экспертов, выслушал предложения и очень активно внедряет все достижения науки, достижения практики в области медицины для того, чтобы поднять уровень здоровья населения Республики Саха-Якутия. Последние 2-3 года проводим пилотный проект по раннему выявлению очень важного заболевания онкологического – это рак шейки матки. Между тем, врачи Якутска призывают горожан следить за санитарными нормами и личной гигиеной в связи с обострением кишечно-инфекционных заболеваний. Ежегодно в больницу обращаются 3500 человек с кишечными инфекциями. Из них госпитализируется около 2000. Каковы основные виды инфекционных заболеваний и как их избежать, расскажет Петр Лукин. Грязные овощи, немытые руки, купание в непредназначенных для этого водоемах, а также недостаточная обработка столовых приборов. Вот основные причины кишечных заболеваний. Проблема эта всесезонная, однако летом, ввиду высоких температур, заражение кишечными инфекциями происходит гораздо чаще. Причины острых кишечных инфекций – это, конечно, возбудители острых кишечных инфекций. Это вирусные кишечные инфекции, которые вызываются ротавирусом, норовирусом, например, или бактериальные, которые вызываются, к примеру, сальмонеллезом. Основными симптомами кишечных инфекций, конечно, являются это повышение температуры, боли в животе, рвота и жидкий стул. В зоне риска. Что касаемо вирусных кишечных инфекций, это дети до 5 лет в основном. Что касаемо бактериальных кишечных инфекций, это больше подростки. И любые дети с заболеваниями ЖКТ. Распознать кишечную инфекцию вне зависимости от ее вида максимально просто. Самое безопасное из них – пищевое отравление. Появляется оно не сразу, от нескольких часов до 7 дней. Зачастую инфекция сопровождается высокой температурой, болями в животе, тошнотой и рвотой. Избежать неприятных последствий можно, следуя советам врачей. Меры безопасности не меняются десятилетиями, но из нового это, конечно, вакцина-профилактика ротавирусной кишечной инфекции. Все остальное – это мытье рук перед едой и после посещения туалета, разные разделочные доски для сырых и для готовых продуктов, также купание в разрешенных водоемах и мытье овощей и фруктов свежих кипяченой водой, что касаемо детей обязательно. Взрослые, конечно, могут и проточной водой мыть, потому что у них желудочно-кишечный тракт сформирован. При появлении первых симптомов специалисты советуют не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачу. Особенное внимание нужно уделять детям, ведь если ребенку не оказать своевременной помощи, то болезнь может принять тяжелое течение. Петр Лукин, Семен Афанасьев, Якутск. Алданский районный совет увеличит резервный финансовый фонд для поддержки семей мобилизованных. Об этом заявил председатель местного совета депутатов Леонид Князев. Он отметил, что наращивание фонда продолжится и в будущем.
С сентября по декабрь 2022 года Алданским районным советом было принято решение об увеличении резервного фонда на 10 миллионов рублей. И за 2022 год мы на поддержку семей военнослужащих истратили порядка 12,5 миллионов рублей. В среднем мы выдаем тем семьям, которые нуждаются в поддержке, в среднем по 40 тысяч рублей. На 2023 год мы также заложили резервный фонд в пределах 10 миллионов рублей. Но в любом случае мы будем деньги добавлять. Невзирая на то, что в скором времени состав районного совета обновится, я думаю, что новый состав продолжит тот же самый тренд, ту же самую тенденцию. В столице Якутии в День памяти и скорби состоялся траурный митинг на площади Победы. Ровно 82 года тому назад началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней. Собралось больше сотни людей, среди которых активисты, молодая гвардия, студенческие отряды. Все они возложили цветы и свечи к монументу воинам-победителям и почтили умерших минутой молчания. В Великой Отечественной войне приняли участие свыше 62 тысяч якутян, из которых 34 тысячи погибли или пропали без вести. Сегодня мы сюда пришли, чтобы чтить память тех лет, и сегодня приняли участие в акции с возложения цветов на монумент воинам-победителям. Также была проведена акция «Свеча памяти», и также мы участвовали в минуте молчания. И для молодежи это действительно одна из таких дат, которые они должны помнить. Для того, чтобы уважать, по крайней мере, свое старшее поколение и тех людей, которые ковали вот эту победу для них. В столице Алмазного края на площади 30-летия Победы тоже состоялся памятный митинг. На площадь 3 мечей пришли школьники, студенты, сотрудники МЧС и полиции, работники муниципальных администраций и депутаты представительных органов. Также сегодня Мирнинское отделение Ассамблеи народов Якутии презентовало передвижную выставку-экспозицию «Победа одна на всех», посвященную победе многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. В 1941 году в состав Советского Союза входило 16 республик. И вот мы посвятили наши стенды каждой из 16 республик. Кроме того, первой объявила войну фашистской Германии Тувинская Народная Республика. Поэтому один из плакатов посвящен Туве, которая потом вошла уже в состав Российской Федерации. Нам нельзя позволить, чтобы искажались факты, чтобы нашу победу умаляли, вклад советского народа в эту победу умалялся. Поэтому мы должны делать все, чтобы будущее поколение, подрастающее поколение и все знали правильную, нужную информацию. В поселке Золотинка установили бронзовый бюст Героя России. Уроженец Нерюнгринского района Игорь Молдаванов похоронен в селе Чара, где жил и работал до призыва в армию. Почетное звание героя было присвоено за мужество и героизм при выполнении специального задания посмертно. Памятник из бронзы изготовлен в Санкт-Петербурге. На торжественном открытии собрались жители поселка и представители администрации. Место выбрано не случайно. Памятник установили рядом с Золотинской школой для того, чтобы молодое поколение видела и равнялась на таких людей, как Игорь Молдаванов. Это самое главное для нас люди, которые не пожили жизни для того, чтобы отстаивать наше с вами мирное небо, мир наших детей, в конце концов, наше будущее, понимаете? Поэтому помнить о таких людях и отдавать им дань памяти – это наша святая обязанность, которой мы должны заниматься каждый день. И второе, что я хотел бы сказать, что открывая такие памятники, мы правильно воспитываем нашу молодежь, наше юное подрастающее поколение, для того, чтобы они становились настоящими патриотами нашей Родины. Каждый желающий от 18 лет может бесплатно обучаться и найти работу в IT-сфере. О инновационном образовательном проекте сегодня ознакомили на пресс-конференции. Бесплатное обучение программированию «Школа-21» инициировано Сбербанком и разработана особая методика. То есть здесь преподаватели не читают лекции, вместо этого желающие сами учат друг у друга, помогают при выполнении заданий и проверяют, а также пишут проекты. Но сперва они проходят отбор и только после этого становятся участниками инновационного цифрового обучения. Вначале сюда в кампус приходят сотни участников, которые в первые дни даже стесняются общаться друг с другом. Но сама механика, сама методология школы
их мотивирует к тому, чтобы друг другу что-то объяснять, спрашивать совета. И те участники, которые осознают это и готовы, они записываются на отборочный бассейн, который занимает 26 дней, в течение которых нужно примерно 260 часов потратить. Вот по итогам отборочного бассейна мы смотрим на прогресс участников, смотрим на то, как они отзываются друг о друге, и отбираем самых сильных, которых приглашаем на основное обучение. В преддверии якутского национального праздника Исых-Туймады в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского прошла выставка-ярмарка современной национальной одежды «Модный Исых». Около 15 мастеров представили свои изделия. На мероприятии побывала наш корреспондент Лилия Бурцева. Изделия из конского волоса, древесины, бисера, золота и серебра с национальным орнаментом, а также платья-халадай, камзолы и жилеты для всей семьи. В общем, все для того, чтобы любой желающий смог в одном месте приобрести все необходимое для празднования долгожданного национального праздника. Я очень благодарна организаторам, что вот в преддверии такого праздника, как Исых, который мы все с нетерпением ждем, организовали для нас вот такую выставку, где собрались все мастера, рукотворцы, люди приходят, покупают. Очень хорошо, что мы все готовимся к такому событию, как Исых. На выставке была представлена не только национальная одежда, а также и много уникальных якутских украшений, которые смогут дополнить любой образ и сделать его еще более ярким и запоминающимся. Я очень рада, что делают такие выставки, ярмарки. Для малого бизнеса это очень необходимо. Перед праздниками обычно вот в таких праздниках один раз как бы продаешь и уже на месяц. Занимаюсь изделиями лазерной резки и гравировки по фанере. В 2020 году купил станок, и вот в этом году открыл свою мастерскую и делаю изделия на заказ и на продажу. А вот начиная от кулонов, оберегов и заканчивая люстрами. Вот такой образ настоящая якутская модница может собрать за 14,5 тысяч рублей. Цена зависит от ткани и сложности пошива. К примеру, шелк будет стоить дороже, ну а шифоновые платья обойдутся дешевле. Данная выставка-ярмарка проводится в 3-й раз. У организаторов много идей и планов, благодаря которым они планируют из года в год собирать все больше мастеров на своих площадках. Лилия Бурцева, Иван Сорокаумов, Якутск. Знаменитая постановка французского драматурга Пьера де Бомарше на сцене Русского театра. 23 июня состоится премьера спектакля «Безумный день» или «Женитьба с Фигаро». Далее зрители смогут посмотреть его 24 и 25 июня. Накануне премьеры с артистами встретилась наш корреспондент Мария Кардашевская. Идея поставить спектакль о похождениях знаменитого весельчака и балагура зародилась еще около 4 лет назад. Но тогда проект пришлось отложить из-за пандемии. Ну а в этом году труппа с азартом взялась за реализацию своей идеи. И как итог, театр готов представить якутскому зрителю знаменитую французскую классику. Очень хотелось взять, поставить именно вот в традиционной манере, в классической манере на сцене Русского театра. И я думаю, что сейчас немножко забегая, может, несколько вперед, но я думаю, что это удалось нам сделать. По крайней мере, с нашей стороны мы вот сделали все возможное. Работа над спектаклем началась 1,5 месяца назад. С нуля шились костюмы, создавались декорации. Специально для работы над постановкой в Якутск приехали заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш и заслуженный художник России Александр Дубровин. Ну а главные роли исполнят уже знакомые якутскому зрителю и любимые актеры. В каждой роли же ищешь что-то свое, то есть присваиваешь. А вот даже уже там, начиная с прочтения пьесы, когда читаешь, смотришь, вот это вот как у меня в жизни было, а вот это вот я вот так бы тоже поступила, а вот это я бы вот так вот сделал. Ищешь вот такие маленькие какие-то зацепки, и потом уже персонаж как-то смешивается с тобой, ты смешиваешься с персонажем, и как-то так вот получается такой образ. То есть
где-то я, где-то этот Фигаро, и мы уже как-то, мне кажется, смешались, не знаю. Для меня это было некоторой неожиданностью, потому что когда объявляли о том, что будет спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», вот, я там некоторые иные виды для себя имела, но когда было распределение, я была, конечно, приятно обрадована, удивлена. Она, наверное, отчасти со мной где-то пересекается. Эта героиня, этот персонаж Сюзанна, она такая же открытая, ловкая, жизнерадостная, активная, живая, да, это то, что все есть во мне. Но это судить, конечно же, зрителю нашему, но то, что я себя чувствую в этой роли свободной и открытой, это да. Это мне, конечно, очень приятно. Это то, что движет мной вперед, и я получаю невероятное удовольствие от этой роли. Этой грандиозной премьерой театр завершит 132-й театральный сезон. Ну а на предстоящий сезон у театра еще много планов и совершенно неожиданные постановки в репертуаре. Мария Кардашевская, Виктор Дьячковский, Якутск. На сегодня у нас все, но мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь с нами.